белая дорога и красная. Бакиев своим народом стреляет. Как ему не стыдно, я не понимаю. Белая дорога. Белая. Люди пошли без оружия на автоматы. И какой-то должен быть подонок после этого. Случайное совпадение или усмешка судьбы, но на эмблеме партии «Акджол», представленной на первом съезде политического объединения, была изображена красная дорога, ведущая вниз. Бывший президент Бакиев прошел этот путь. Десятки убитых и сотни раненых. Окружение главы государства, чтобы удержаться у власти, применило оружие против мирных граждан. По демонстрантам стреляли из Белого дома, но людей это не остановило. Это как надо довести свой народ, чтобы люди пошли без оружия на автоматы. Март 2005-го. Курманбек Бакиев приходит к власти на волне массовых акций протеста. Участники митинга штурмом берут дом правительства. Позже все соратники Бакиева переходят в лагерь оппозиции. Новый президент начинает давить свободу слова, склоняется к авторитаризму и диктатуре. Спустя 5 лет история повторяется вплоть до мелочей. Снова звучит лозунг «Дало семейно-клановое правление». Поменялась только фамилия героя. Тысячи людей, оказавшиеся на грани нищеты, силой скидывают власть. Президент Бакиев бежит из Бишкека. После недельного противостояния и попыток вернуть утраченные позиции, он вынужден снять с себя полномочия главы государства и покинуть Кыргызстан. Белая дорога. Белая. А тут они немножко, я понимаю, организаторов торопились. 2007 год. Именно тогда, по словам аналитиков, произошел переломный момент, когда президент Бакиев окончательно решил взять в свои руки всю полноту власти. За несколько недель он формирует свою партию «Акджол». На парламентских выборах члены нового объединения получают подавляющее большинство мандатов. Таким образом, Бакиев создал орган, который был призван легитимизировать все его инициативы. Все решения акджоловцы принимали единогласно. Тогда же в обществе впервые открыто заговорили о сыне президента Бакиева Максиме. Именно с его подачи, по мнению людей, удалось сфальсифицировать парламентские выборы в 2007 году. Сенсационное заявление главы Центризбиркома, которая была вынуждена бежать из страны из-за опасений за собственную жизнь, многим открыло глаза на происходящие в стране изменения. Я заявляю, что если что-то произойдет со мной, с моими близкими, моими детьми, сотрудниками, работающими в Центральной избирательной комиссии, включая возбуждение каких-либо уголовных дел или преследований, я буду обвинять в этом Максима Бакиева. Мы никому не мешаем. Идем по своей дороге. Я говорю. Раскачать общество тогда не удалось. Люди не готовы были бороться за свои права и свободы. Лидеры оппозиции один за другим подвергаются уголовному преследованию по политическим мотивам. Карманный парламент принимает закон о запрете на проведение митингов и шествий. Любая попытка вывести народ на улицу и заявить о несогласии с политикой режима Бакиева жестко пресекается силовиками. Весна 2008-го. При загадочных обстоятельствах погибает экс-руководитель президентской администрации. Тело Медета Садыркулова находят неподалеку от Бишкека в сгоревшем автомобиле. Смерть одного из создателей пропрезидентской партии «Акджол» и главного идеолога страны власти списывают на нелепую автоаварию. Гибель серого кардинала происходит за год до президентских выборов. Именно Садыркулов, который в последнее время тесно сотрудничал с оппозицией, по словам аналитиков, мог бы стать главным соперником Бакиева. К 2009 году Курманбек Бакиев заметно укрепляет свои позиции. Силовые структуры, которые управляются близкими и родственниками президента, дают ему неограниченную власть. Итоги президентских выборов для всех очевидны. Административный ресурс делает свое дело. Президент Бакиев набирает почти 80% голосов, оставляя далеко позади Алмазбека Атамбаева, лидера оппозиции и главного соперника. Это беспрецедентные выборы. Это наглые, хамские и нечестные выборы. И я считаю эти выборы нелегитимными.
Сразу после избрания на второй срок президент Бакиев объявляет о начале реформы системы государственного управления. Идет перераспределение полномочий между ветвями власти. Под прикрытием устранения дублирующих функций министерств и ведомств Бакиев фактически лишает полномочий правительства и выстраивает президентскую вертикаль власти. Кабинет министров выполняет лишь хозяйственные функции, остальное переходит в ведение главы государства, по сути, в руки правящей семьи. Слава Богу, наши чиновники подумали о народе и думают о своем народе. Бывший президент понесет ответственность по всей строгости закона перед кыргызским народом. Неплохие результаты имеем в экономике, в политике. Неплохие. Темпы роста. Но так дальше продолжаться не может. Я ему говорил, что семейка Акаевых завела папу в яму, и ваша заведет. Так оно, но эта яма намного глубже. Тогда же на политическую арену выходит сын президента Максим Бакиев. Его назначают руководителем Центрального агентства по развитию. Через его руки проходят все финансовые потоки в стране, в том числе и деньги российского кредита, которыми, как считают эксперты, он распоряжался в своих личных интересах. В это же время пост главы Кабинета министров занимает скандально известный Дания Русенов. Новый глава правительства сразу принимает ряд антинародных постановлений о повышении цен на электричество и тепло. Именно это обстоятельство вызвало возмущение простого населения и, видимо, стало последней каплей. Нарастает социальное напряжение. Власти пытаются завуалировать проблемы, из всех сил создавая иллюзию того, что жизнь в стране налаживается. Но время было утеряно. По всей республике вспыхивают акции гражданского неповиновения. Они перерастают в многотысячный митинг в столице Кыргызстана. Стены Дома правительства не смогли устоять перед народным гневом. К власти приходит оппозиция во главе с Розой Атунбаевой. Временное правительство обещает искоренить семейственность во власти путем принятия новой конституции и перехода к парламентской форме правления. Свергнутый глава государства не намерен сдаваться и продолжает обострять общественно-политическую ситуацию в стране. Курманбек Бакиев сейчас находится в Минске. Беглец заявил о том, что власть в Кыргызстане пытаются захватить исполнители чужой воли, и они не имеют никакой легитимности. Отказаться от президентства, по словам Бакиева, его может заставить только смерть.